подготовлена новая редакция основных направлений деятельности правительства до 2018 года с учетом изменившейся обстановки. Сегодня я ее утвердил. Документ учитывает проблемы, с которыми столкнулась страна, вызовы, которые стоят перед государством и экономикой, и содержит системные меры по обеспечению сбалансированного и устойчивого роста экономики и социальной сферы. Также подписал поручение подготовить план по реализации основных направлений деятельности правительства. Просил бы всех, кто участвует в этой работе, сделать это оперативно. Главная задача, конечно, не только поддержать банковскую систему, но и обеспечить российские компании, которые работают в реальном секторе, необходимыми кредитными ресурсами. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 12,5%. Надеюсь, этот тренд продолжится. Вступил в силу закон, который дал агентству по страхованию вкладов право приобретать привилегированные акции или субординированные обязательства банков со сроком исполнения не менее 50 лет. Подписано постановление, которое касается использования средств Фонда национального благосостояния для финансирования наиболее важных проектов в сфере производства и инфраструктуры. Позвольте поблагодарить еще раз вас за ваше участие в торжествах по случаю 70-летия Победы. Для нас это, безусловно, очень важно, тем более, что наши страны внесли свой решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма. Я не могу не сослаться на вашу публикацию в российской газете, которая посвящена общей памяти о войне, подвигу наших народов. И полностью хотел бы разделить ваш тезис о том, что забыть историю – это значит совершить предательство. Наша задача – бережно хранить правду о событиях тех лет. Конечно, присутствие руководства Китая в этот день в Москве – символ особых отношений между нашими странами, стратегического характера партнерства и взаимодействия, и мы действительно это очень ценим. Забота о ветеранах является одним из главных приоритетов государственной социальной политики. Программа большая, более 280 тысяч ветеранов получили квартиры и дома. Сейчас в очереди около 13 тысяч ветеранов. Проводится капитальный ремонт жилья ветеранов. Это, конечно, задача региональных властей. Важно, чтобы эта работа продолжалась, поэтому обращаюсь к губернаторам. Нужно принять все меры, чтобы ветераны как можно быстрее получили эту поддержку. Дорогие ветераны, дорогие друзья, для меня большая честь участвовать в церемонии открытия памятника Константину Константиновичу Рокоссовскому.